Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о трагедии в Набережных Челнах. Мальчик гулял сначала на территории мечети, потом вышел к этому пруду. В пруду утонул 6-летний мальчик. Подробности убийств в Зеленодольске и Кабецком районе. Со слов свидетелей, мужчина и женщина злоупотребляли спиртными напитками. И страшная смерть мужчины в Казани. А также покажем, как и куда исчез молодой человек после кражи сотового телефона в магазине электроники. На момент совершения алкогольного опьянения находились. Да. Это и не только. Прямо сейчас. 6-летний мальчик утонул в искусственном пруду в микрорайоне Замеликесье в Набережных Челнах. Мальчик гулял по льду вдоль берега и в какой-то момент провалился. Взрослых рядом не оказалось. Отсутствие ребенка они заметили слишком поздно. Подробности трагедии у Айгуль Бадрудиновой. Имам Хатыб рассказал, семья погибшего мальчика верующие. Посещали мечеть со дня ее открытия уже 4 года. Живут они неподалеку в частном секторе. Это очень религиозная такая семья. И вот папа, к сожалению, весной у нас умер. И вот после этого, ребята, естественно, их 2 мальчика, они чуть-чуть уже посвободнее себя, наверное, почувствовали. Мечеть построили около 4 лет назад. Пруд тут уже был. Его только облагородили. В тот день к пруду, как позже выяснилось, мальчик подходил дважды. Сперва осмотрелся, затем ушел и вернулся уже с лопатой. По предварительным данным, мать оставила мальчика с бабушкой и с дедушкой и уехала по делам. Ребенок вышел на улицу погулять и в какой-то момент исчез из поля зрения. Бабушка стала его искать и стала спрашивать у прохожих. В результате один из прохожих нашел ребенка и вытащил его тело из водоема. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Ребенка можно было спасти, если бы его заметили вовремя, пояснили спасатели. Мальчик гулял сначала на территории мечети, потом вышел к этому пруду. Там сделаны ступеньки. Вот он по этим ступенькам спустился. В это время рядом взрослых с ним не было. Если бы в этот момент оказался кто-то поблизости, соответственно, могли оказать помощь. По факту гибели мальчика Следственный комитет проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. А спасатели просят татарстанцев не оставлять детей у воды и пресекать любые игры на первом льду и на берегах водоемов. Первый тонкий лед выдержать человека не в силах. Айгуль Бадрудинова, Валерия Новожилова и Сергей Вильданов. Вызов 112. Убийство на почве ревности. 46-летний Александр Салманов подозревается в убийстве любовника своей супруги. По предварительной версии, 31 октября в селе Ульянское Кабецкого района сожительница Салманова в очередной раз уехала к своему знакомому. После чего супруг пришел вслед за ней, и они втроем начали распивать спиртное. Но когда женщина отказалась возвращаться домой, между мужчинами разгорелась драка, в результате которой Александра Салманова выгнали из квартиры. Но вскоре он вернулся и, вооружившись ножом, нанес сопернику множество ударов. В этот момент женщина убежала из дома, а Салманов, расправившись с потерпевшим, скрылся. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Предстоящую вину он признал. Судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Зеленодольске возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины и женщины. Накануне в квартире одного из домов по улице Парадская были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти. Дверь квартиры открыли сотрудники экстренных служб, к которым обратились соседи, встревоженные сильным трупным запахом. Тела, по предварительным данным, пролежали не менее 10 дней. Со слов свидетелей, мужчина и женщина злоупотребляли спиртными напитками. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Тело мужчины, сильно изгрызанное собаками, обнаружили прохожие в авиастроительном районе Казани. Уже установлено, что 41-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками и уснул на земле. Ленар Гинатуллин продолжит. Оживленный перекресток улиц Тецевская и Копылова. Здесь всегда большое количество прохожих, и именно они 3 ноября в 20 метрах от светофора нашли тело погибшего 41-летнего жителя Казани.
По предварительным данным, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. И вот в очередной раз, изрядно выпив, не дошел до дома. Прилег в кустах рядом с дорогой, уснул и больше не проснулся. Смерть наступила спустя пару часов от переохлаждения. Прохожие ужаснулись, обнаружив тело. Его погрызли собаки. В 20 метрах от перекрестка улиц Тецевская и Копылова было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками воздействия зубов животных. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. В настоящее время следователям назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится мероприятие для установления всех обстоятельств произошедшего. Уже по их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, вызов 112. Разбил стекла, покорежил почтовые ящики и пытался уничтожить камеру наблюдения, чтобы видеодоказательства вандализма никто не увидел. Но все, что происходило в доме на улице Студенческая в Нижнекамске, уже сохранилось на сервере и разошлось в общедомовом чате. Записи посмотрела и Анна Городнова. Вот мужчина и его супруга с ребенком заходят в подъезд. Молодой человек тут же начинает пинать почтовые ящики, бить по ним кулаком, отрывает у одного из них дверцу, а чуть позже, раздевшись, решил оторвать камеру наблюдения. Видимо, чтобы никто не увидел того, что он делал до этого. Видео вскоре стало общественным достоянием, его выложили в общедомовой чат. Мы вчера вечером приехали, считай, около где-то 6 или 7 вечера. Смотрю, почтовые ящики все разгромлены. Мой стоит, такая думаю, так, не повезло или что? И потом я зашла в WhatsApp-группу вечером уже. Смотрю, там, оказывается, там что-то было, какой-то мужик пьяный, там что-то хотел жену там напугать. Напугать получилось не только супругу. Остальные жители боятся, что разруха в подъезде надолго. Кроме почтовых ящиков и камеры, мужчина разбил стекло на входной двери и зеркало в лифте. Затем испачкал грязью дверь старшего по дому. Вероятно, за то, что он пытался поговорить с дебоширом по-хорошему. Не вышло. На контакт буйный сосед не идет. Он был, знаете, в чем одет? Как неведомственная охрана же есть? Да, да. Вот он так был одет, короче, и вел себя по-хамски. То есть ему нравится, вот, допустим, показать свою силу, превосходство, или, может, утвердиться хотел, что я вот такой вот. То есть неуважение соседям. В тот вечер кто-то из жильцов вызвал полицейских, но наряду дверь молодой человек не открыл. Сейчас все материалы переданы участковому. Анна Городнова, Светлана Шумкова и Марсель Джураев. Вызов 112. Автомобиль «Инфинити» сбил человека на Горьковском шоссе. По предварительной версии, 31-летний пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Учитывая, что поток автомобиля был непрерывный, шансы перейти дорогу без последствий у него не было. Как итог, пострадавшего госпитализировала прибывшая на место карета скорой помощи. В медучреждении у пешехода диагностировали перелом костей носа со смещением ссадины правой скуловой области. 27-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, не смогла рассказать других деталей. Помощь спасателей потребовалась парализованному крановщику, оказавшемуся в кабине на 50-метровой высоте. Инцидент произошел в районе 5 часов вечера на одной из строек. По предварительной версии, у 56-летнего мужчины случилось обострение ревматизма. Он попросту не мог двигаться. Тогда сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения и страховки спустили его вниз по вертикальным лестницам башенного крана. После спуска крановщика передали в руки медиков. Пришел в магазин электроники, взял телефон и с ним же убежал. Продавцы догнать не смогли, вызвали полицию. И уже стражи порядка задержали подозреваемого в разбое. Молодой человек рассказал Рамилю Шайдуллину, как и почему пошел на это преступление. Камеры наблюдения были даже не в состоянии зафиксировать убегающего молодого человека. Он как будто просто исчез, так быстро стремился покинуть этот магазин. За то, что было до этого, зафиксировано четко. Вот молодой человек, пришедший в магазин электроники, рассматривает телефон, делает вид, что проверяет его работоспособность. Вот то же самое, но с другого ракурса. И как только продавец чуть отвлеклась, он показал свои легкоатлетические способности. Гаджет стоимостью порядка 30 тысяч рублей при этом из рук не выпускал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего ранее судимого мужчину. Он не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. Подозреваемый рассказал полицейским, что похищенный телефон отдал знакомому. Тот, в свою очередь, сдал его в ломбард. Какую сумму там дали за похищенную вещь, не уточнил. На момент совершения в алкогольном опьянении находились? Да. Каким образом совершили преступление? В отношении кого? Зашел, да, попросил показать телефон, забрал, ушел. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Она предусматривает до 4 лет лишения свободы. Рамиль Шайдуллин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.